Вы смотрите новости Татарстана. Студия Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных темах. Специалисты из Казахстана пройдут производственную практику в Нижнекамске. Появляется вот такой серьезный инвестиционный проект. И очень важно в этом проекте готовность специалистов. Зачем Казахстану татарстанские шины и какая связь между каучуком и битумом? Об этом Алия Хайрудинова. Спасительный заряд. В республике проводят взрывные работы на затороопасных участках рек. Что нужно, чтобы люди и дома не пострадали в паводок, увидел Рамиль Шайдуллин. Потоп и другие проблемы. Пока прокладывали там вот этот шланг, мы стояли по пояс в воде. И дом опускается. Вот у меня трещина образовалась. Что происходит, выяснял Дмитрий Аренин. 1700 учеников вместо 1200. Мы второй Е. Вы понимаете, сколько нас? По 30 человек, сколько нас детей? Нас 300 человек, если 10 классов по 30 человек, настолько 300 детей второклассников. 63% школ перегружены, необходимо еще 30 тысяч мест. Если решение этой проблемы узнала Вероника Гайнудинова. Большому кораблю «Большое плавание» в Казахстане сегодня дали старт строительству шинного завода. Это совместный проект Татнефти и казахской компании «Алюр». В церемонии закладки капсулы участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Также подписано несколько соглашений о дальнейшем сотрудничестве и в перспективе строительства еще 2 заводов. Где будут обучать кадры, почему шины по татарстанской технологии так нужны Казахстану и почему столь важные стратегические проекты Казахстан реализует с нашей республикой. Алия Хайрудинова продолжит тему. Приветствие на родном языке, крепкие рукопожатия и сразу к делу. Пандемийный год вынуждал корректировать планы и сроки. Поэтому график этой рабочей поездки президента Рустама Минниханова в Казахстан насыщен. Вот так, с закладки капсулы в городе Сарань начинают строительство совместного предприятия Татнефти и Алюра. Уже через год здесь планируют выпускать 3 миллиона легковых и 500 тысяч цельнометаллокорных шин. Инвестиции в проект составят почти 300 миллионов долларов. К 2025 году на производстве будут работать 1100 человек. Уже сейчас многие из них проходят стажировку в Нижнекамске на площадке шинного завода. Всего за 2 года в Нижнекамск планируем привести порядка 500 человек для прохождения производственной практики, получения необходимого опыта и компетенций для эффективного выпуска качественной продукции у себя на родине. 60% продукции будут поставлять на внутренний рынок Казахстана, остальное на экспорт. Президент нашей республики отметил, Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Я уверен, что это вот хорошее начало. Хорошее начало и, конечно же, это шинная безопасность Казахстана. Вы будете иметь современные свои шины. Главное нам выдержать все сроки и запустить вот это производство. Я нисколько не сомневаюсь в успехе нашего проекта. Хочу пожелать хорошей работы, и ответственного подхода. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выразил уверенность, что строительство шинного завода в Саране окажет положительный эффект на экономику Карагандинской области и страны в целом. Так повысится ее конкурентоспособность и появятся новые рабочие места. В стратегическом партнерстве Казахстана и России особое место занимает сотрудничество с Республикой Татарстан. Отдельную благодарность хотел бы выразить вам лично, Рустам Нургалиевич, за неизменную личную поддержку нашего взаимодействия. Мы нацелены на дальнейшее расширение промышленной кооперации. Президент Рустам Минниханов отмечает, сегодня Казахстан обладает ценнейшим нефтехимическим сырьем для производства каучука. Так, Татнефть совместно с казахстанскими партнерами планирует производить его в Казахстане. Еще один завод построят до 2025 года. Здесь будут работать 400 человек. Кроме того, был подписан меморандум о намерениях по строительству на территории Казахстана завода по производству битума. Его мощность 300 тысяч тонн в год. Внешнеторговый оборот Татарстана с Казахстаном за непандемийный 2019 год составил 552 миллиона долларов. Если Татарстан поставляет в соседнюю республику нефтепродукты, каучук, пластмассу, изделия из черных металлов, дерево, то нам импортируют медь и изделия из нее, минеральное топливо, мясо и кондитерские изделия. С этого дня сфер для сотрудничества стало больше. Алия Хайрудинова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казахстан.
Еще одно важное открытие. Только уже в нашей республике новый корпус образовательного центра «Алабуга Политех» сегодня посетили Рустам Минниханов и первый заместитель министра просвещения страны Дмитрий Глушко. Это инженерный колледж, где готовят специалистов для компаний-резидентов особой экономической зоны. Это своевременный шаг. Алабуга стремительно развивается, и вопрос подготовки кадров стоит остро. Как в самой экономической зоне будут готовить нужных специалистов, что называется, от парты до конвейера? И почему здесь ждут школьников со всей страны, расскажет Салават Мухаммадуллин. Старт Алабуга Политех. Рустам Минниханов и первый заместитель министра просвещения страны Дмитрий Глушко запускают работу в новом корпусе образовательного центра. Робот отправляется за белой кабиной. Вместо привычных аудиторий с партами – роботы и планшеты для программирования. Студенты здесь учатся только по 4 направлениям: мехатроника, автоматизация технологических процессов и производств, электротехника и лабораторный химический анализ. С новым корпусом в Политехе появился и электротехнический полигон. Это распределительная подстанция на 10 киловольт. Точно такие же обеспечивают электроэнергией экономическую зону Алабуга. Вот сейчас здесь начинается имитация аварийной ситуации. Давайте выключим. Все случилось после ошибки электромонтера. В реальной жизни она могла бы стать роковой. Здесь минимум теории и максимум практики. У нас инженер, ведущий, проверяет каждого. Он дает нам какое-то задание, мы делаем его на время. Я упрощаю процесс какой-то, чтобы человеческий труд меньше использовался на каких-то предприятиях, на каких-то производствах. Направление обучения разработали сами резиденты. Они знают, какие специалисты им нужны. Преподают в колледже также сами. Привет, ребята. С открытием нового корпуса Политех с сентября начнет принимать выпускников 9 классов со всей страны. Набор увеличится в 2 раза, до 200 студентов. Идут переговоры и о получении высшего образования на базе зоны Алабуга. С учетом того, что экономика переходит в активную цифровизацию, нам нужны будущие микроэлектронщики, люди, которые умеют создавать веб-продукты, заниматься веб-дизайном и разработкой. Там, как Алабуга, сами производим свои бизнес-симуляции, продукты для тестирования своих кадров. Выпускники будут получать сертификаты о работе на зарубежном оборудовании. Соглашение с иностранными компаниями подписали сегодня. Сейчас студенты часть занятий проводят в Елабужском политехническом колледже. Вопрос уже с непрерывным образованием в самой Алабуге сегодня рассматривался на совещании по кадровому потенциалу экономической зоны. Рустам Минниханов подчеркнул, в перспективе здесь будут трудиться 16 тысяч человек. И это требует решения вопроса подготовки кадров. Открытие Алабуга Политех – это пример успешного партнерства работодателя и образовательных учреждений в рамках целевой подготовки рабочих по программе среднего профессионального образования. Огромную поддержку нам дал WorldSkills, очень серьезное наследие. Здесь же на площадке Политеха правительство республики и агентство WorldSkills Россия договорились о создании Центра технологий в Казани. Подписано 5 апреля 2021 года. Позже на площадке Алабуги сегодня Рустам Минниханов провел наблюдательный совет. Свои проекты представили 5 компаний. Среди проектов – выпуск металлических конструкций, грузовой автозавод, производство сжиженного газа, комплекс биоразлагаемых упаковок и проект по выпуску пленок для перерабатываемой упаковки. Планируем завод открывать в январе 2022 года, и в 4-м квартале начнется тестовое производство металлоконструкций для конвейерных систем. 4 завода, 3 предприятия находятся в Республике Татарстан, одно за границей. Здесь в Алабуге мы открыли 2 года назад тоже предприятие. Сейчас оно успешно развивается. Здесь работает 280 человек. Вышли на все планируемые показатели. В этом году выручка более 7 миллиардов рублей. Все проекты были одобрены. Общий объем инвестиций – 9 миллиардов рублей. Так, в Алабуге параллельно с развитием производства решают и кадровые задачи. Рабочие места, студенты и площадки для их обучения есть. Остается только пройти этот большой путь от тренировочного станка и планшета к настоящему конвейеру. Салават Мухаммадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Алабуга.
В ходе рабочей поездки в Елабугу президент встретился с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Обсудили развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Это один из факторов дальнейшего роста промышленного потенциала республики, сказал Рустам Минниханов. Он также напомнил, у Татарстана есть серьезные планы по развитию агломераций, в том числе Камской и Альметьевской. Значит, вырастет пассажиропоток и грузооборот. В Татарстан пришла большая вода. Из разных районов республики поступают сообщения на стопит. В этом году зима в республике принесла на 45% больше снега, чем обычно. Как сегодня нам сообщили в МЧС, звонков от жителей все больше. Как они вынуждены справляться с таянием, что делают ответственные органы и кому до них не удается достучаться. С обзором последствий наводнения Дмитрий Аренин. С мужем пока прокладывали там вот этот шланг, мы стояли по пояс в воде. Жительница поселка Новый Салмыч Анжела Сау как может спасает свой дом от наводнения. Со стороны дороги соорудили земляной вал, во дворе установили насос. Ночь мы пережили, то есть воду чуть-чуть затормозили, и вот сейчас насос там работал всю ночь и весь день. И сейчас у меня супруг уехал за новым насосом. Я потратил 500 000 рублей для того, чтобы поднять целый дом. Я дом поднял на полметра. Так житель соседней улицы Олег Игнатьев с наводнением боролся в прошлом году. Однако спасением это не стало. Вода снова затопила подъездную дорогу. Подмывает грунтовые воды, и фундамент, который в центре дома, вот он сел. А в доме из-за воды другие проблемы. Трещина в доме образовалась. Все двери покосились. Мы застрахованы. Я буду в страховую обращаться. В этом поселке, что находится на частных землях, около 1000 домов. Местность холмистая, и проблемы с подтоплением у всех, кто находится в низине. Чего бы ни коснись, какой бы проблемы, мы не знаем, нам не к кому обратиться, потому что нас футболят и Вестичинский район, администрация, ну и, естественно, Казань, там мы к ним. А собственник на связь, вообще не выходит. Нам удалось дозвониться до представителя собственника земли. Что с дорогой можно сделать, чтобы их участок не затапливал? Вдоль дороги провести ливневку, например. Так пусть проводят. В чем проблема? Пусть обращаются, спрашивают, можно ли провести. Мы им, конечно, согласуем этот вопрос. Так. Нет, они говорили то, что обращались к вам, на контакт не выходит. Администрация, ассоциации. Вот я же взяла трубку, отвечаю вам. Ну и также, если ко мне обращаются, я также отвечаю. Решением проблем поселка готовы заняться в исполкоме Пестричинского района, но опять ждут обращения от собственника земли. Данные земли принадлежат частному лицу. В район обращения от собственника не поступало. Если такое обращение поступит, район готов рассмотреть варианты решения данных проблем. Большая вода сегодня пришла в поселок Егорьевского сельского поселения Лаишево. Здесь руководство территории в курсе проблемы, наняли технику и противостоят паводку. Территория, она под уклоном находится. Идет вся вода от дороги, идет на поселок. Техника работает в поле у нас. Отводим воду в Каибку. Все вроде как на сегодняшний день под контролем. Вода сегодня затопила улицы и огороды в селе Нижние Челны Нижнекамского района, а это уже деревня Куратун Апастовского района. В Казани с конца марта пришло более 100 обращений о подтоплении дворов и частных домов. Главная причина таких явлений, мы думаем, необдуманное действие частных застройщиков. Система водостоков в жилом массиве необорудованных ливневой канализации построена на водостоке по водоотводным канавам. Как ранее отмечали в правительстве республики, при негативном сценарии в зону подтопления могут попасть более 20 населенных пунктов. Руководству МЧС и главам городов и районов поручено держать ситуацию на контроле. Дмитрий Аренин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Спасатели военные начали подрывать затороопасные участки на реках республики. Сегодня они отправились в село Бурундуки Каабетского района, где из-за возможного разлива реки Берля под угрозой более 200 домов. Чтобы не допустить потопа, специалисты заблаговременно выявляют опасные участки. Как это выглядит, увидел Рамиль Шайдулин. В направлении проведения работ не выдвигаться. Это финальный инструктаж спасателей и военных, чтобы операция прошла успешно. Эти заряды военные погрузят в русло реки Берля. Она пересекает село Бурундуки. Каждую весну жители боятся. Река выйдет из берегов. Здесь в самом населенном пункте более 200 личных подворий и более 600 человек проживает. Поэтому, чтобы обезопасить их от наводнения, именно мы на этом участке проводим взрывные работы. Военные бурят лунки на извилистом участке, где возможен затор.
Заряды массой 1,6 килограмма. Толщина льда достигает около метра. То есть для его разрушения и ликвидации затора необходимо полностью разрушить и раскрошить этот лед. 40-метровый столб дыма, воды и льда. Вот что открывает реке дорогу. Теперь жители могут спать спокойно. При взрывных работах свойство льда меняется, он становится рыхлым. Тем самым дает максимально большому прохождению воды. Мы почти в самом начале села, и это и есть та самая Берля. Отсюда видно, что река вовсе не спит, а вот такими бурными потоками мчится вдоль жилого сектора. Так всего один затор, встав на ее пути, может сделать так, что затопит всю деревню. В 1979 году вот вода затопила. Телят вывозили туда, коровы на плот поставили. Вороту убрали, да плот поставили на вороту. По данным МЧС, заявки на взрывные работы поступили из 17 районов Татарстана. Пока из-за возможных заторов под угрозой 43 населенных пункта. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Кайбицкий район. В соцсетях сегодня обсуждают кадры из Нижнекамска. На кадрах видно, как врачи скорой помощи волокли мужчину по снегу и земле. Как нам сегодня сообщили в Минздраве, по данному факту началась служебная проверка. Как стало известно, на станцию скорой помощи города поступил звонок. Житель сообщил, что около Ледового дворца в сугробе лежит мужчина. Бригада, прибывшая на место, обнаружила 37-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Фельдшеры привели его в чувство. Госпитализации не потребовалось, однако мужчина нецензурно выражался и размахивал руками и ногами в сторону врачей. Фельдшеры передали мужчину полиции. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения, отметили в Минздраве. После нашего репортажа о тех, кто изготавливает фальшивые справки о прохождении вакцинации от ковид и использует печати Республиканской инфекционной больницы, руководство клиники обратилось в правоохранительные органы. Они намерены выяснить, кто подделывает их печати и подписи. Напомним, материал в новостях вышел в минувший четверг. Мы в интернете нашли объявление о продаже сертификата о вакцинации. Московский продавец в переписке заверил, что документы могут сделать с казанскими печатями. Мы его заказали, оплатили и получили его по телефону. На присланные нам справки стояли печать инфекционной больницы имени Агафонова, а также печать и подпись конкретного врача. Как нам сегодня заявили в Республиканской инфекционной больнице, этот документ явная подделка, и разъяснили, как распознать лжесертификат. В данной ситуации заинтересовалось Министерство внутренних дел Республики Татарстан. Ведется расследование. Людям, которые приобретают эти справки, нужно быть очень аккуратными. На справках, указанных в сюжете, совершенно не соответствует форма. Даже размер справки, он у нас распечатывается формат А4. То есть там написано не сертификат, а справка. На печати указана фамилия и отчество врача, которая проработала в нашей инфекционной больнице 50 лет. В каждой медицинской документации есть своя учетная форма. То же самое сертификат о вакцинации имеет свою учетную форму. Сертификат выдается строго, соответственно, этой учетной форме. Там указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, даты, печать, подпись учреждения и лечащего врача. Свой сертификат можно получить на портале госуслуг, в принципе, что и было показано в вашем сюжете, и его распечатать при необходимости определять по месту требования. Сотрудники «Казань-Оргсинтез» от ковид прививаются без отрыва от производства. На территории предприятия работает свой прививочный пункт. Сегодня мы делаем, первую вакцинацию. 23 апреля 2021 года будет повторная вакцинация. Условия для вакцинации созданы, теперь сам процесс, который состоит из нескольких этапов. Сначала заполнение анкеты, затем осмотр у терапевта. Если все в норме и нет противопоказаний, желающие проходят в прививочный кабинет. В этот день прививку в числе прочих работников делает и генеральный директор «Казань-Оргсинтеза» Фарид Минигулов. Вакцинация на Казань-Оргсинтезе началась еще 19 января. Сначала за дозой иммунитета ездили в 7-ю городскую больницу. С февраля прививочный пункт вакцинации открылся на территории предприятия.
Температура 36,6 у вас. Температура в порядке, насыщенность крови тоже. Значит, можно привиться от ковид. Эти сотрудники получили первый компонент вакцины, второй ровно через 3 недели. Сейчас для работников Казаньоргсинтеза доступен препарат «Спутник Ви». Две другие российские разработки «Эпивак Корона» и «Ковивак» ожидаются после апреля. Сегодня в Госжилинспекции нам прокомментировали резонансную историю с домом номер 35 на Гагарина в Казани. Жители 75 квартир более месяца вынуждены греть воду в кастрюлях и мыться в тазиках из-за того, что управляющая компания и обслуживающая компания перекрыли газ. Причина – неисправный дымоход. Проблема обнаружилась после того, как в феврале в одной из квартир семья отравилась угарным газом. Голубое топливо нельзя запустить, пока не приведут в порядок дымоход, заявили нам газовщики. Управляющая компания сообщила жильцам, для ремонта нужно 1 800 000 рублей. И делать его будут за счет жителей. Как нам пояснили в Госжилинспекции, это не является нарушением закона. Жильцам придется либо собирать деньги, либо ждать включения дома в программу капремонта. Законны ли действия управляющей компании? Законны. Эти работы относятся к работам капитального характера. В рамках денег, собираемых на съезжании, эти работы просто не могут быть выполнены. А людям надо сегодня подключить газовые колонки. Поэтому это правильное предложение. Но в любом случае, что здесь ясно, что они собственники. Поэтому, конечно, вот эти работы, они выполняются, я не говорю про капитальный ремонт, выполняются за счет средств населения. ПСО «Казань» подозревают в неуплате налогов на 1 миллиард рублей. Сегодня в офис компании пришли с обысками. Подробности в интернет-газете «Реальное время». В школах Казани не хватает 30 000 мест. Почти 60% перегружены. Цифры сегодня озвучили на совещании в мэрии. Темпы строительства новых объектов отстают от прироста численности учащихся. С 2005 года в Казани количество детей выросло со 110 до 140 тысяч. По подсчетам специалистов исполкома, уже в новом учебном году школьников станет больше еще на 10 тысяч. Как намерены решать проблему, расскажет Вероника Гайнудинова. Дети мучаются. В классе по 35, по 37, до 40 человек в классе доходит. Это родители учеников младших классов 186-го лицея Казани. Говорят, что их дети вынуждены учиться во вторую смену. Школа по проекту рассчитана на 1224 ученика. Уже сегодня здесь 1640. В пятницу у нас уроки начинаются в 14:30 и заканчивают в 8 часов вечера. Вот это наша проблема, то, что вторая смена. Мы не можем посещать кружки. У нас столько кружков, у нас есть плавание, бассейн, карате, тэквондо. Каких только нет на выбор. Мы не можем посещать. На учителей колоссальная тоже нагрузка, потому что учителя учат первую смену, вторую смену, потом вынуждены проверять уроки и так далее. То есть качество образования, естественно, снижается. 70% учеников этого лицея – начальные классы. В первых и вторых классах по 12 параллелей. По алфавиту от А до П. Школу открыли в 2019-м. Уже тогда первоклашек было 11 классов. Такому большому количеству удивился на онлайн-открытии школы тогда еще премьер Дмитрий Медведев. Первый М получается, буква-то какая, если 11 класс. В микрорайоне сегодня всего 2 школы. Только к этому лицею на Рауиса Гореева относятся жилые массивы Медгородок, Медгородок-3, Ферма-2, М14, жилые комплексы Лесной городок, Палитра и вплоть до ЖК, который находится в усадах Лаишевского района. Они за последние несколько лет активно застраиваются. На будущий год мы, к сожалению, не можем набирать такое же количество параллелей. На сегодняшний день набрали 10 классов, по 32 обучающихся. Мест на сегодняшний день не хватает. На следующий год планируется около 2500 обучающихся. Таким образом, школа будет перегружена 2 раза. С перегрузом в Казани сегодня работают 125 школ. Это 63% от общего их количества. Вопрос нехватки школ стоит в 30 микрорайонах. В их числе Салават Куперы, Новые Горки, Изумрудный город, Солнечный город, улицы Минская, Аделя, Кутуя, Гвардейская. Темпы строительства новых объектов отстают от прироста численностью учащихся, отметил сегодня начальник управления образования. В столичных поселках ситуация критическая. Сегодня количество детского населения на окраинах города существенно увеличилось. Однако планирование строительства школ там осложняется отсутствием прописки у значительного количества семей.
Официальные данные о численности населения поселков, на которые мы опираемся при оценке ситуации, сильно разнятся с реальностью. Так, с перегрузкой работает и сельская школа в Богородском поселении Пестрецов. Желающих туда попасть больше, чем может вместить школа. Разгрузить ее и принять других детей сможет строящаяся школа в Куюках. В Казани в этом году откроют 2 новые школы на 2700 мест. Одна из них в Салават-Купере. Нам уже сегодня хватает более 30 тысяч ученических мест. Для решения этой проблемы мы ищем любые возможности, обосновываем свои нужды в правительстве, заявляемся в федеральные программы. Все школы, необходимые городу, будут построены, но на это нужно время. Кроме возведения новых школ, сейчас для увеличения мест расширяют существующие здания. В планах строительства 32 пристроек к городским школам. И, как нам сообщили в управлении образования, чтобы разгрузить 186-й лицей, в следующем году в этом микрорайоне построят новую школу на 1224 места. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Продолжается прием документов для участия в праймерис «Единой России». Сегодня документы на предварительное голосование подал глава Аксубайского района Камиль Гилманов. Праймерис пройдет с 24 по 30 мая. У татарстанцев будет возможность проголосовать в онлайн-формате и офлайн на счетных участках. По итогам партия определит своих кандидатов на осенние выборы в Госдуму. Если я пройду праймерис и дальше кандидатам, хотелось бы действительно защитить сегодня сельского жителя, в целом их сегодняшние все проблемы решить. Мебель конструктора ракет Сергея Королева пополнила коллекцию Казанского музея соцбыта. Известный советский ученый находился в Казани с 1942 по 1945 годы. В 1946-м он уехал из столицы Татарстана, а принадлежавшая ему мебель осталась. Ее сохранила дочь академика Валентина Глушко, Евгения. Она передала в музей сохранившуюся мебель конструктора и семейный архив отца, фотографии, книги, письма, газетные и журнальные вырезки. Чемпионат России по волейболу на снегу выиграла казанская команда «Динамо Татарстан». Состязание завершилось в эти выходные на курорте Шерегеш Кемеровской области. В финале татарстанцы обыграли московскую команду ФРПВ ЦОП. А буквально несколькими днями ранее «Динамо Татарстан» завоевали Кубок России в Новосибирске. Победный дубль совершили тем же составом. Есть победа Казани, друзья! Волейбольный клуб «Динамо Татарстан» становится чемпионом России! На этом выпуск завершен. Больше новостей на наших страницах, в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. Всего вам доброго. В студии София Егорова. Здравствуйте! Что обещают синоптики на предстоящие сутки, узнаем через несколько секунд. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца апреля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево вероятность осадков велика, днем до +5. Несмотря на облачность, в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге осадки не прогнозируются. Температура воздуха на высоких значениях, +8. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши вероятность осадков небольшая, но солнце вновь спрячется за облаками. Днем +7-8 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтасе небо в облаках, но тепло, до +8. Осадки не прогнозируются в Болгаре, Дрожжином и Уинске, 7-8 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше также облачно, но без дождей. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост».
были бы оба сустава целы. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике «Варикоза нет» на Достоевского акция. Консультация флеболога и УЗИ вен со скидкой 50%. 212 20 40. Лечим варикоз быстро, без боли, без операции. Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского 40 в Казани. В Казани ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью около 0, а днем до +8. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Магнитное поле Земли спокойное. БТИ Республики Татарстан. При оформлении заказа через официальный сайт bti.ru получите скидку 10%. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму.